Привитанки! Это белорусская и понятные новости. Здесь мы говорим простым языком о важных событиях. И чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, а заодно ставьте лайк и пишите комментарий. Лукашенко в очередной раз умудрился устроить праздник в честь своего усатого величества. Он приехал на купалье в родной Подшкловский колхоз, точнее в Александрию. Там он лысину отполировал, 3 волосины от уха до уха протянул и начал традиционно рассказывать, какой он молодец. В душевной атмосфере и чувство единства здесь всегда с лихвой хватает на всех наших друзей. Но больше удивляет другое. Лукашенко осудил войну и даже намекнул, что будет рад увидеть украинцев, которые освободят от путинского режима. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда. И радостные, но больше всего печальные. Чем занимался Лукашенко потом? Вместе с космонавтом Олегом Новицким радостно обнимал деревья. Затем нелегитимный президент Беларуси сел в козла, посадил шпица Умку на колени и поехал кататься по образцово-показательной деревне. Если местные жители и привыкли к таким перформансам, то вот вопрос к гаишникам. Можно ли водить транспортное средство с собакой на коленях? И почему Лукашенко не пристегнулся? Да и на самом деле его ментальное здоровье оставляет желать лучшего. Человек обнимается с деревьями и забывает, что перед ним космонавт на пенсии. Сколько было полетов туда, чтобы столько было в приземлении для посадок. Зато в салатах он большой специалист. И как нарезать, и как перемешать знает. Даже про сметанку не забыл. Мы с тобой деревенские люди знаем, как это делается. Это очень просто. Чем проще, лучше. Огурца надо немного. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Его нужно слегка откусить и вставить, не отрывая от ботвы. Недавно стало известно о гибели белорусов из батальона «Волод». Еще 2 бойцов сейчас в плену у российских военных, и сейчас решается их дальнейшая судьба. Что дотычыцца палоненых бойцоў палка Каліновскага. Камандаванне палка разам з узброенымі сіламі Украіны вядзе працу па вызваленню нашых хлопцаў з палона. На дадзены момант абодва ваяра Ян Тромлі-Дзюрбейка и Сергей Клеш-Дёгцеў уключены ў спіс на обмен военнополоненых. Бойцы подписали контракт с ВСУ, а значит официально являются военнослужащими. Но если пленных передадут в Беларусь, им грозит срок за наемничество, а это от 3 до 7 лет. Об этом, собственно, постоянно говорят пропагандисты. А до этого момента Калиновские подпадают под белорусское законодательство или могут быть подвергнуты высшей мере наказания согласно законам того государства, против которого они выступали. Государством Лебедева, скорее всего, назвала подконтрольное Путину самопровозглашенное ЛДНР. И там нет моратория на смертную казнь, в отличие от России. Значит, можно официально убрать неугодных. Но вернемся, как бы сказал белорусский пропагандист Виктор Тур, к теме наемничества. И такие люди при попытке пересечения границы будут или задержаны, или денацифицированы. А может, мы денацифицируем Осиповичи? Ведь там отдыхает реальный террорист Сергей Лановенко. Он воюет на стороне российской армии и гордится этим. Более того, этот каратель принимал участие в зачистке и уничтожении города Мариуполь. А вы служили в Донецке какое-то время? Ну, я сейчас служу в Донецке. А в Беларусь вы вернулись на отпуск у вас? Как? Отпуск. Не кратковременный отпуск, можно так. Нарушаю, может быть, закон Беларуси, да, и мне там многие напоминают, что нарушаешь закон. В принципе, я готов ответить за это. То есть, про срок за наемничество Сергей в курсе и, несмотря на все риски, совершенно не скрывает, где он. Мы находимся в Осиповичах. Сегодня 3 июля, День независимости Республики Беларусь. Наша команда провела расследование и узнала о нем много интересного. Сергею 46 лет, он из Могилевской области, и этот человек постоянно нарушает белорусские законы. Несколько лет назад он был осужден по уголовной статье за то, что ударил гаишника рукой по спине.
Но это было в далеком 15 году, а не в 20-м. И, видимо, политических лозунгов Сергей при этом не выкрикивал, поэтому отделался 2 годами условно. Также он не раз залетал по административке, находился в пьяном виде в поезде, курил в запрещенном месте. А в 2017 году Сергея задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Но с бунтарским прошлым Сергей решил покончить и встал на стражу порядка. В 2021 году он завел Инстаграм для модных луков и выражения своей любви к нелегитимному правительству. А еще записался в добровольную дружину, чтобы сражаться с БЧБшниками. Но 24 февраля, в день вторжения российских войск в Украину, он называет Путина «наш президент». А как же Григорич? По постам Сергея можно проследить его дальнейший путь. Итак, нахожусь в городке Матвеев, Курган. Хотел сходу в ДНР, купил билет до Донецка, но, к сожалению, на границе развернули. Нахожусь в лагере МЧС в российской стране. Лагерь пустой, уже, с Мариуполя ждем прибытия все-таки беженцев. И вот Сергей снова в родных Осиповичах. Стоп! А как же срок за наемничество? Видимо, белорусские силовички заняты поимкой более важных преступников. Был задержан за то, что в Одноклассниках выложил фотографии с изображением президента. Видео с задержанием опубликовал пропагандистский телеграм-канал «Центр». За оскорбление Лукашенко задержанному Михаилу Косякову грозит уголовная ответственность. Ладно, давайте серьезно. Все ресурсы МВД направлены на создание смешных видосиков. А также через сеть интернет путем перепостов распространял протестную и нацистскую символику. Напишите в комментариях, как вам такой видосик. Однако, что подразумевается под нацистской символикой в видео, не уточняется. Также не уточняется, почему на задержанном каска образца гитлеровской Германии. Видимо, Губоб посчитал такое издевательство над задержанным очень смешным. Однако, согласно декларации ООН, такую шутку можно расценить как пытки и жестокое, бесчеловечное обращение. На данный момент в Беларуси более 1500 политических заключенных. Не забывайте о них и пишите письма. Усім пакуль, добра и живе Беларусь!